Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Намском Улусе прошла первая военно-спортивная игра «Зорница» среди команд профессиональных образовательных учреждений республики. Победителем вышла команда Намского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова. Наши гости в студии: Елена Никитина, директор Намского педагогического колледжа, и Сава Колосов, студент и командир команды Намского педколледжа. Елена Вячеславовна, Сава Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Для начала, наверное, вопрос к Елене. Можно ли говорить о возрождении и востребованности старой традиции по проведению военно-спортивных игр? Действительно, военно-спортивная игра «Зорница» еще в советское время была самой актуальной и заряжала большое количество детей в Советском Союзе. В данное время эта игра возрождается, и я считаю, что она в настоящее время очень актуальна, так как в процессе этой игры ребята начинают учиться тем навыкам, которые им предстоит впоследствии использовать в своей жизни. Это и установка палатки, и различные эстафеты, для юношей сборка, разборка автоматов, разведение костра и так далее. Ну и самое главное, это, конечно, дружеское общение в свободной форме. Поэтому я считаю эту игру очень актуальной. А вот с точки зрения организаторства, кто все-таки является организатором игры «Зорница»? Основным организатором данной игры выступило Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Институт развития профессионального образования и Намский педагогический колледж имени Ильи Егоровича Винокурова при поддержке общественного движения «Первых». Ну что ж, понятно. Давайте поговорим теперь с Савой, потому что он был одним из основных участников. Расскажите, пожалуйста, вот вы из команды Намского педколледжа, который одержал победу. Какой состав был у вашей команды? Если рассказать про нашу команду, то мы все являемся членами патриотического клуба «Джилус» Намского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова. «Джилус» в переводе с якутского — это стремление, дерзость, прорыв. Основными целями нашего клуба — это гражданско-патриотическое воспитание студентов. Руководитель нашего клуба Эверстов Юрий Афанасьевич. Участники «Зорницы», известно, что они прошли 4 испытания. Какие этапы вам дались легко, а в каких было сложно? Да, мы прошли 4 этапа, и самым результативным этапом для нас стала военная эстафета. Мы очень хорошо подготовились к этому этапу, все вложились на 100%, и благодаря этому заняли первое место. А самым сложным этапом для нас стала сборка автомата. Мы тоже очень хорошо подготовились к этому этапу, но были и другие команды, которые стали лучше, подготовились лучше. Вот давайте с вами тогда о командах поговорим. Вы сразу вышли в лидеры или были те команды, которые поначалу были сильнее вас? Все хотели стать первыми во всех этапах, но есть Верхневилюйский педколледж, юноши очень хорошо подготовились, были серьезными конкурентами, но, как и в любом спорте, есть выигравшие и проигравшие. Я рад, что победила именно наша команда. Как вы думаете, почему вашей команде удалось победить? Взаимовыручка, поддержка друг друга. Мы друг друга очень хорошо знали и много где соревновались. И спасибо нашим руководителям, которые подготовили нас к этому соревнованию. Ну, помимо соревнований зачетных, на «Зорнице» была и культурная программа. Что там вам запомнилось больше всего? Впечатления от мероприятий были положительные. Новые знакомства, встречи с участниками СВО. Для меня это было самым главным, потому что наш клуб основан для патриотического воспитания. А правда, что все эти дни, пока шла «Зорница», вы жили в палатках, просыпались под команду рота подъема, готовили еду на костре? Да, эти 3 дня прошли очень быстро, благодаря хорошим условиям. Наличие туалетов, душевых, костровой зоны. Я бы ощутился еще раз там провести время.
Елена Вячеславовна, известно, что команда-победитель получила сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Помимо денежного вознаграждения, что было еще предусмотрено для победителей? Команда победителей в следующем году должна представить Республику Саха-Якутия на всероссийских соревнованиях. Это пройдет в феврале 2024 году, но пока место проведения еще неизвестно. Но для вас, наверное, это большая честь одержать победу в таком соревновании, тем более, что оно первый раз состоялось в нашей республике. Да, конечно. Ну и я бы хотела сказать, что Намский педагогический колледж в этом году провел в 23-й раз туристический слет. Но это заслуга нашего преподавателя Эверстова Юрия Афанасьевича. По образованию он учитель начальной военной подготовки и физической культуры. Вот, поэтому опыт в нашем колледже есть. Команда организаторов уже умеет проводить такие мероприятия, поэтому, видимо, выбор основных организаторов пал именно на наш колледж. Вот, мы гордимся, что получили первое место, и думаю, что в будущем эти соревнования, эта игра, военно-спортивная игра «Зорница», поможет многим-многим молодым ребятам в жизни и стать большими патриотами своей Родины. Сейчас в рамках летней приемной кампании, наверное, ваш Намский педагогический колледж открыл какие-то новые направления подготовки. Поделитесь с нами этим, пожалуйста. В 2022 году сейчас у нас начала работать приемная комиссия. Мы принимаем по 7 специальностям. Это воспитатель дошкольного образования, это учитель начальных классов, это учитель физической культуры, это профессиональное образование, педагогика дополнительного образования и новая специальность – анимация, художник-мультипликатор. Сава Федорович, расскажите, пожалуйста, теперь о себе. Вот вы студент педагогического колледжа. По какому направлению подготовки вы учитесь? И как случилось, что вы поступили именно туда? Я поступил в 2020 году. Я сейчас 3-й курс. У меня специальность физическая культура. Почему вы решили поступить именно по направлению физической культуры? Как вы выбрали для себя профессию? Я с детства люблю физически двигаться, люблю спорт, и поэтому выбрал именно физическую культуру. Елена Вячеславовна, известно, что Намский педагогический колледж будет отмечать свой юбилей. Как вы готовитесь к этому мероприятию? Действительно, в этом году Намскому педагогическому колледжу имени Ильи Егоровича Винокурова исполняется 60 лет со дня основания. Я, пользуясь случаем, хочу пригласить наших выпускников разных лет, наших социальных партнеров, для того, чтобы принять участие в мероприятиях. Здесь у нас будут проведены мастер-классы по различным направлениям, будут открыты выставки работ наших ребят, выпускников, преподавателей, художников, мастеров нашей республики. Поэтому приглашаю принять всех активное участие в юбилейных торжествах. Ну, учитывая, что в этом году Зорница проводилась в первый раз, вы к нам по этому случаю и пришли в гости, такой вопрос. Будете ли проводить Зорницу в дальнейшем? Продолжите ли такую славную традицию? Каждый год необходимо проводить такие игры, военно-спортивные игры. И я думаю, что учреждения среднего профессионального образования, которые в этом году активно приняли участие в этой игре, я думаю, что первые военно-спортивные игры «Зорница», проведенные в 2023 году, продолжат свое существование, и другие организации среднего профессионального образования примут эстафету. Будем надеяться, что произойдет действительно так, потому что физическая активность и здоровый образ жизни – это одна из основных моделей поведения в современном обществе. Я благодарю вас, Елена Вячеславовна, благодарю вас, Сава Федорович, за то, что нашли для нас время и стали гостями нашей студии. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.